Принятие ислама государством Волжская Булгария, произошедшее в 922 году, остается одним из ключевых событий в жизни целого региона на протяжении не одной тысячи лет. В 921 году булгарский хан Алмуш, к слову уже бывший к тому времени мусульманином, обратился к багдадскому халифу Аль-Муктадиру с просьбой о направлении в Булгарию кого-либо, кто наставил бы его в вере, а также построить для него мечеть, в которой воздвиг бы для него кафедру михраб, чтобы оттуда можно было бы от имени халифа произнести проповедь хутбу в его собственной стране и во всех областях его государства. Нужно отметить, что, по мнению историков, к тому времени часть булгарского общества уже исповедовала ислам, который пришел на земли Волжской Булгарии вместе с 3 сподвижниками пророка Мухаммеда, мир ему. Арабский путешественник Абу Абдаллах Аль-Гарнати писал, что пророк Мухаммед, мир ему, послал в Булгарию 3 своих сподвижников в 9 году хиджры. Также Аль-Гарнати упомянул, что сахабы исцелили Туйбике, тяжело больную дочь булгарского хана, после чего сподвижники остались в Булгарии еще 3 года, построив мечети и проповедуя ислам. Об этом удивительном факте писали дореволюционные татарские просветители, русские историки Сергей Шпилевский и Михаил Худяков. 3 подарка от пророка Мухаммеда, мир ему, челма, посох и чернильница, навсегда стали символами ислама в Татарстане и по сегодняшний день олицетворяют стремление к знаниям, миролюбие и проповедь как основной метод распространения религии. Также известно, что уже в самые первые годы появления ислама в Аравии и на мусульманском Востоке там находилось немало выходцев из Булгарии, которые оказались в тех краях с торговыми или иными целями. Возвращаясь в родные края, они вольно или невольно способствовали распространению ислама на территории Булгарии. Отчасти именно поэтому всенародное принятие ислама прошло столь быстро и легко, так как, по сути, законодательно оформляло уже сложившееся положение дел. В знаменитых записках Ибн Фадлана, прибывшего в Булгарию в составе посольства, говорится: «Мы видели у них домочадцев одного дома в количестве 5000 душ, женщин и мужчин, уже всех принявших ислам. Для них построили мечеть из дерева, чтобы они молились в ней». Принятие ислама на государственном уровне стало важным фактором духовного сплочения булгар, укрепления в Булгарии государственности. Волжская Булгария стала первым мусульманским государством Восточной Европы. Особое значение ислам приобретал в условиях многоконфессионального общества Волжской Булгарии. Принцип «нет принуждения в религии», закрепленный в Священном Коране, как нельзя лучше подходил для государства, в котором на тот момент проживали представители как христиан и иудеев, так и последователи древних языческих культов. Новая религия способствовала развитию городов, торговли и ремесел. Булгары установили дипломатические и другие отношения с наиболее развитыми исламскими странами, открыв тем самым путь к проникновению в Булгарию их научных и культурных достижений. Все вышеперечисленные факторы вывели Волжскую Булгарию в один из крупнейших цивилизационных центров этой части обитаемого мира, каковым она, а впоследствии и ее идейные наследники, и являлись на протяжении длительного времени. Многие народы, проживавшие по соседству, так и не создали собственных государств, а вошли в орбиту формирующегося булгарского государства и продолжали в нем оставаться, испытывая его политическое, культурное и экономическое влияние. Всем этим Волжская Булгария была обязана не силе своих воинов и не торговой смекалке своих купцов. Причиной всему был ислам, религия единобожия, пришедшая в Среднее Поволжье. И именно ислам вывел булгар из состояния «один из многих» на место бесспорных лидеров в регионе. Ислам, принятый нашими предками от самих сподвижников пророка Мухаммеда, мир ему, и по сегодняшний день остается основой культурного кода татарского народа. Традиции ислама чтятся его последователями от мала до велика, а день принятия ислама
стал одним из главных ежегодных событий в религиозной жизни Татарстана.